Срок миграционной амнистии для граждан Кыргызстана ФМС России продлила до неопределенного периода. Об этом сообщил замминистра труда, миграции и молодежи Алмазбек Асанбаев. По договоренности ранее этот срок истекал 31 октября. Теперь ограничений по времени для легализации дальнейшего пребывания в России для кыргызских граждан нет. Подробности далее. В связи с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС нашим мигрантам позволено обнулить свою миграционную историю, выехав, а затем вновь заехав на территорию России. По официальным данным, более 180 тысяч граждан Кыргызстана незаконно работали в России в так называемой серой зоне. Из них только около 30 тысяч воспользовались так называемой миграционной амнистией. Остальные продолжают игнорировать это. Они, вопреки нашим просьбам выехать и заехать обратно и легализовать свой статус, этого пока не сделали. Здесь препоном к тому, чтобы люди выезжали, еще и сказалась информация о том, что некоторые наши граждане, выезжая за пределы Российской Федерации, не могут попасть обратно. Значит, ФМС нам разъясняет, что это касается граждан, которые уже заехали с нарушениями, то есть они на момент въезда на территорию Российской Федерации уже были включены в эти списки. Аида Талантбекова узнала, что попала в черный список в апреле этого года. Тогда еще эта программа не вошла в силу. Теперь девушка надеется, что ее проблему скорее разрешат. У меня Патент закончился в январе. Тогда пошли слухи о том, что если выехать и заехать вновь, то все обнуляется. Я так и сделала, но почему-то меня включили в черный список. Надеюсь, в скором времени я буду в числе тех, кто выйдет из этого списка и вновь поеду работать в Россию. И уже по новым правилам. А правила со вступлением в ЕАЭС действительно другие. Так, теперь нет необходимости получать разрешение на труд в виде патентов. Отпала и сдача экзамена на знание русского языка, истории и законов России. Послабление не только в сфере труда, но и соцобеспечения. Гражданин Кыргызстана, он стал более мобилен, он стал более, и можно так выразиться, даже он стал дешевле для работодателя. Пусть даже это несколько грубо звучит, но в целом работодатели теперь, как мы знаем по нашим данным, с большей охотой будут привлекать граждан Кыргызстана, нежели граждан других стран, входящих в Содружество независимых государств. Налогообложение граждан Кыргызстана теперь 13%, как у россиян, а не 30%, как у всех иностранных граждан, причем с первого дня. Чтобы получить соцпакет, в Минтруда советуют гражданам заключать трудовые контракты с работодателями, тем самым легализовать свой статус. В свою очередь, ведомство ведет активную работу с российской стороной. Так, полицейские и сотрудники ФМС в рейдах по выявлению незаконных рабочих более лояльно относятся к кыргызским мигрантам. Такое же отношение и у пограничников России на пунктах пропуска, сообщает в Министерстве труда. Диана Мамекова, Эльдар Асанбаев, Общественный, Первый канал.